Следующий способ продвижения Телеграма это создание так называемых папок. Этот способ уже начинает чуть-чуть отмирать, но тоже можно его аккуратненько использовать. О таких и других фишках здесь рассказывают много. Тренинги для предпринимателей собрали немало людей. Это стало возможным благодаря реализации проекта, который был запущен в июле 2024 года на базе Академии цифрового развития. Он реализуется при поддержке группы компаний «Софмар», предпринимателей и мецената Микаила Гуцериева, а также правительства Республики Ингушетия. В общем, дальше больше. Причем я знаю несколько человек, которые продвигают свой телеграм-канал через Нельзяграм. Потому что их аудитория находится там. То есть люди пишут видеоролики Reels, выкладывают их в Нельзяграме, народ смотрит эти ролики, переходит в профиль, а в профиле ссылка на телеграм-канал. То есть там более подробно, более интересно. На тренингах, которые прошли 25 и 26 ноября в Магасе в бизнес-акселераторе Ингушетии, участники изучили ключевые аспекты построения продаж и эффективного маркетинга. Ведущие эксперты поделились многолетним опытом в области предпринимательства, цифрового маркетинга и B2B продаж. Моя задача сегодня сделать так, чтобы каждый, кто пришел сюда с целью разобраться, как там продвинуть свой бизнес, или те, кто планирует его, я знаю, что есть ребята, у кого пока нет бизнеса, чтобы они уже ушли отсюда со списком задач конкретным, чего они будут делать. Ну и несколько упражнений еще в процессе здесь поделаем, конечно. Среди участников тренингов начинающие предприниматели и владельцы небольших компаний, которые ищут новые подходы к продвижению своих продуктов. Мой не первый продукт, который я использую уже именно от бизнес-акселератора и от IT-академии. Каждый продукт, он по-своему интересен и уникален. Из каждого продукта я беру для себя что-то новое. И на самом деле приходить, знакомиться с новыми ребятами, открывать для себя новое комьюнити, это же связи в первую очередь для начала, да? И ты о себе заявляешь и знакомишься с людьми. Образовательная программа охватила широкий спектр тем от формирования ценностного предложения до использования социальных сетей для продвижения бизнеса. Учили людей привлекать аудиторию, учили людей продавать. Да? То есть в очередной раз привезли в Ингушетию хороших специалистов, профессионалов, которые уже там много лет, кто-то уже даже несколько десятков лет занимается как раз вот именно этой сферой, именно продажами и маркетингом. И объясняли всем, кто живет в регионе, делая бизнес или хочет делать бизнес, а как, собственно, на самом деле устроен вот этот вот процесс появления у тебя в твоем бизнесе новых клиентов, новых заказчиков, откуда берется выручка, как ее привлекать, как ее увеличивать, как работать с другими регионами и так далее. Это вот один из примеров таких практически ориентированных учебных материалов, которые мы даем в акселератор. Акселератор — это не только про маркетинг, то есть вот тот блок, про который мы с вами говорили, это одна из программ акселератора. Да? В целом вот наша акселерационная программа в этом году, последняя, она закончится в декабре. А в следующем году мы, конечно же, планируем, во-первых, развивать наш успех с кампусом школы. Он у нас один из лучших, насколько я знаю, в целом в системе «Школа-21». Такая хорошая, яркая звездочка. Мы очень сильно радуемся. Мы планируем брать те успешные программы, которые Академия реализовала за этот год, и, соответственно, их тоже повторять, развивать, проводить заново. Бизнес-акселератор Ингушетии активно развивает предпринимательскую экосистему региона. В сентябре стартовала новая программа развития бизнеса, ориентированная на масштабирование уже действующих компаний и развитие новых направлений. Ее финал состоится в декабре этого года. Программа бизнес-акселератора Ингушетии стали возможными благодаря поддержке предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева. Его вклад в образовательные инициативы создает возможности роста и процветания нашего региона. Бизнес-акселератор Ингушетии продолжает открывать новые горизонты для предпринимателей, улучшая экономику республики и укрепляя качество жизни ее жителей. Хава Гагиева, Магаз, 24.